Уважаемый господин президент, уважаемый господин вице-президент, начинается встреча членов Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии с президентом Республики Абхазия Раулем Джунковичем Хаджимба. Эта встреча первая в своем роде, и она, безусловно, в очередной раз демонстрирует готовность руководства Республики Абхазия обсуждать актуальные вопросы внутренней и внешней политики в режиме открытой свободной дискуссии. На сегодняшней встрече, помимо аспектов внешней политики абхазского государства, будут затронуты вопросы внутреннего развития, непосредственным образом связанным со способностью Абхазии выступать активным игроком на международной арене. Имею честь предоставить слово президенту Республики Абхазия Раулю Джунковичу Хаджимбу. Спасибо. Я рад встрече с вами. Надеюсь, у нас будет сегодня открытый и необходимо нужный для всего нашего общества разговор. Ситуация как и в стране, так и за ее пределами остается, конечно, достаточно сложной, но мы уверены в том, что все проблемы решаемы. И решаемы нашим народом, нашими людьми, в том числе и вами, молодыми. Те, кто непосредственно сегодня готов вступить в этот процесс, и, несомненно, от этого будет только польза нашему государству, нашему народу. Хатурская дипломат Джарадша, дело шабает хашасвы, ехеты хайпулархна, Рауль Джункова, ахила кахантаюла хасабала, наски ахила калахула чузигерехтела, тагуб хашас фрстаху, ехеты хайпулара, шахак шахатхас. Один что за раброс шахсиесу, то есть банзар ахила калахула чурахант сошалез делом кау путюкаху, зигилар карпстаху, ахихас фрстаху, абсва бесша атаглазаша, азцара, гуйтухус цару, асипших вайпуларока, ажарадши харей, айхабари харей, сошалай мепах карпул шарахаур, и нейпункала на псуша мацарала, а усту нахтейтха скуяна гойт. Уяву саду урахачу, ожезе аурус шахми срада псухахамам. Хабз шада псухо шамам загиб зидзан яхдырует, аха яратаглазаша яхиико, харт харахюнуца магяна ико, аззара хуидзба мапсухала, хамсраверда псухамец. Добрый вечер, дорогие молодые дипломаты. Хочу еще раз поприветствовать теперь уже на русском языке главу нашего государства, президента Республики Абхазия Рауля Джунковича Хаджимба. Сегодняшняя наша встреча обусловлена рядом внешнеполитических и внутриполитических процессов. Абхазия находится в неком переходном периоде, во всесмыслом переходном периоде. Мы находимся в том самом времени, когда от каждого политического решения зависит наше с вами будущее. И в том самом времени, когда у нас просто нет права на ошибку. И нас, в первую очередь, как граждан Республики Абхазия и как молодых дипломатов, интересует абсолютно все, что происходит в нашей стране. Как внутри, так и за ее пределами. И, может быть, у кого-то возникнет мысль, что прямая задача дипломата – это внешняя политика. Но всем известно, что насколько уверенно дипломат ведет внешнюю политику, зависит от того, насколько сильно и крепко государство изнутри. И поэтому мы со своей стороны, как молодые дипломаты, если у нас будет по мере наших возможностей, мы сможем внести хоть какой-то вклад в этот непростой и сложный процесс становления и укрепления нашего государства, я думаю, что это будет всем нам одинаково полезно. Спектр наших вопросов, которые мы подготовили к вам, Рауль Джункович, довольно большой, поэтому я думаю, что мы можем непосредственно приступить к нашей сегодняшней беседе. В 2008 году Абхазия была предана Российской Федерации. После этого события была небольшая полоса признаний. Приоритет Абхазии признали такие страны, как Венесуэла, Никарагуа, Куба и так далее. Последнее признание было в 2011 году. И хотелось бы узнать, какая политика ведется для международного признания Абхазии, как будут развиваться связи с указанными странами. Да, действительно, в последнее время такового процесса, может быть, и на поверхности не видно. Но это не значит, что процесс прекращен, работа в этом направлении не ведется. МИД ведет активную работу, ведет процесс открытого разговора со многими странами. И, несомненно, мы уверены в том, что будут дальнейшие признания Абхазии. Буквально вот на сегодняшний день, как мне известно, ведется активная работа в одном из регионов
мира. И с учетом тех отношений, которые складываются у нас с Грузией и ее друзьями, не всегда этот вопрос, думаю, следует озвучивать, пока мы не получим того реального результата, который нам нужен. Но этот процесс ведется активно. Несомненно, я еще раз говорю, будут признания. И очень даже надеюсь на то, что это будет в ближайшее время. Ольга Джонова, студентка международных отношений, 5-й курс. У меня вопрос следующий. Как известно, уже много лет абхазская делегация ездит на переговоры в Женеву, но существует мнение в Абхазии, что эти переговоры они оказались безрезультатными, и на них было потрачено слишком много сил и времени, и от этого формата уже давно стоит отказаться. А вы как считаете, стоит ли Абхазии ездить на эти переговоры, и нужны ли Абхазии переговоры в таком формате с Грузией? Здесь, по-моему, ни у кого не возникнет сомнений в том, что такого рода переговоры, такая площадка нужна для Абхазии. К сожалению, еще раз говорю, других форматов, каких-либо представляющих Абхазию на таком уровне у нас, к сожалению, нет. Нам нельзя забывать, что на этих переговорах активное участие принимают не только абхазская сторона и грузинская. Есть представители России, есть представители Южной Осетии, есть сопредседатели, активное участие которых для нас очень важно. И нам надо понять, что женевские переговоры – это переговоры не только нацеленные на то, чтобы принять в дальнейшем некий юридически обязывающий нас документ и грузинскую сторону о неприменении силы, хотя это в большей степени касается грузинской стороны. Есть другие вопросы, которые важны для Абхазии. Вопросы передвижения наших граждан по миру. Вопросы, связанные с гуманитарными темами. Но самое главное, мы должны знать, нужны ли нам такого рода переговоры, нужны ли нам такие площадки. Я еще раз хочу заметить, что, к сожалению, таких площадок пока в Абхазии нет. Но если встанет необходимость о том, что нужно прекратить, как говорится, Женевский процесс когда-либо, то нужно думать о том, что взамен этому нужно найти другие форматы, другие возможности. Пока, к сожалению, этих возможностей нет. Но и здесь мы не замкнуты должны быть в своем, как говорится, движении в процессе нашего дальнейшего активного участия в этих разговорах, в этих диалогах. И я, несомненно, думаю, что у нас этот формат будет еще более расширен в дальнейшем. Зовут меня Мушба Дмитрий, я референт отдела Латинской Америки, Азии, Африки ТРМИД и заместитель председателя нашей организации. Прежде всего, хотел бы сказать большое спасибо вам, Рауль Джункович, что вы вот в вашем очень плотном, насыщенном графике нашли время для того, чтобы с нами встретиться. Это уже не первая встреча, до этого у нас была встреча и с вице-президентом, и с руководителем администрации президента. И вот хочется за это поблагодарить вас, за эту линию, то, что вот выстраивание диалога с молодежной средой, с молодежным сообществом, это не просто вот заявленная какая-то форма, а действительно мы видим это, и вот за это вам большое спасибо. А вопрос мой касается Северного Кавказа и наших взаимоотношений Республики Абхазия с Северным Кавказом. Выстраивая отношения с северокавказскими республиками, так или иначе, но в значительной степени мы исходим из того факта, что все они являются субъектами Российской Федерации. В то же время нужно сказать, что за последние годы мы не наблюдаем того, чтобы эти отношения вышли на качественно более высокий новый уровень. Скорее наоборот, мы теряем наши позиции в этом жизненно важном для нас регионе. И напротив, видим усиление Грузии в нем. Исходя из того, что наличие исторической, культурной и генетической связи между народом Абхазии и народами Северного Кавказа, прежде всего черкесами, делают невозможным такой вариант, когда для Абхазии, для народа Абхазии Северный Кавказ стал бы просто субъектом в составе Российской Федерации наряду со всеми другими. Вот такой вопрос. Когда вы на переговорах наверняка поднимаете этот вопрос с нашими российскими друзьями, какова степень понимания вот этой вот проблематики? И если она есть, наверняка есть, да, это все обсуждается,
какие вот у нас гарантии того, что мы могли бы претендовать на выстраивание каких-то особых, возможно, отношений с Северным Кавказом, и почему это никоим образом не было отражено, и вообще возможно ли это как-то отразить в будущем договоре между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Спасибо. Честно говоря, меня радует то, что нашу молодежь интересует ситуация, которая складывается в отношениях с республиками Северного Кавказа. Несомненно, все понимают, что от этих отношений во многом зависит и будущее Абхазии тоже. Если вы заметили, при формировании власти нашей, самой структуры, мы пригласили представителей Северного Кавказа, которые в самую трудную пору были рядом с нами, прошли с нами войну, и они нам нужны были на тот период, как люди, вставшие рядом с нами, защищавшие наших старших, младших, нашу землю, наш абхазский народ. Так почему мы не можем в мирное время говорить о возможностях участия в нашей повседневной жизни, в строительстве государства этих людей, достойных сынов Кавказа? И, несомненно, эти отношения будут развиваться, они необходимы, потому что тот сложный процесс выстраивания своих отношений с миром не дает нам еще гарантии того, что Абхазия может выдержать всех этих натисков. Поэтому для нас важным является отношение как раз-таки с народами, близкими к нам, по духу, по крови. И вот я был буквально некоторое время тому назад в Кабардино-Балкарии. Люди соскучились по этим отношениям. Люди хотят этих отношений. Я видел глаза молодых людей, которые говорили о том, что нам эти отношения важны. Как раз таки эти отношения, которые складывались перед войной, привели к тому, что здесь в период войны появилось значительное количество добровольцев. То есть те отношения, которые складывались перед войной, позволили нам дальше, вот в период войны, получить значительную помощь от наших братьев, живущих на Северном Кавказе. Несомненно, эти отношения должны развиваться. В каком они русле должны развиваться? Все будет зависеть от того, как мы это выстроим. В первую очередь, это вопросы, связанные с развитием экономики нашей, вопросы, связанные с выстраиванием соответствующих вопросов по культуре этих отношений с людьми, живущими на Северном Кавказе. Они готовы нам помогать. Помогать не только в период войны, но и готовы помогать своими инвестициями, входить сюда, выстраивать с нами отношения в экономике. И, несомненно, это нужно поддерживать. Этому нужно помогать. Что касается возможностей наших там, то, несомненно, вы помните, долгое время еще во времена Владислава Григорьевича были представительства. Тогда, когда мы были еще не признаны. Вот после нашего признания, к сожалению, все эти структуры, которые все годы до этого способствовали усилению этих отношений, вдруг в одночасье стали ненужными. Поэтому сегодня реально стоит вопрос об открытии соответствующих представительств, которые будут и в части, касающейся роста экономических вот этих взаимосвязей, культурных связей. И, несомненно, это принесет пользу. Другого я не вижу на сегодняшний день. Других отношений просто быть не может. Поэтому, когда вот эта ниша высвободилась, не стало тех отношений между нами и Северным Кавказом, Грузия тут как раз-таки эту нишу и заполнила. Значительное количество молодых людей с Северного Кавказа, которые не в меньшей степени, наверное, относились бы к нам совершенно по-другому, но ездят сейчас в Грузию, отдыхают в Батуми. Мы при этом оказались не готовыми к развитию таких событий. Поэтому хотелось бы, чтобы мы все это упущенное время наверстали бы, и ситуация, несомненно, будет другой в отношениях Северного Кавказа и Абхазии.
хотелось бы сказать, что качество жизни основной части нашего населения оставляет желать лучшего. Но даже в нашей небольшой республике существует огромная пропасть в уровне благополучия между определенными районами и городами. И в этом смысле за 21 год после войны наиболее депрессивными в экономическом смысле, да и во всех других, наверное, остаются районы Восточной Абхазии. Это города Чимчира, Чимчирский район, ваш родной город-герой Ткварчал. И в этой связи хотелось бы узнать, что планируется сделать новым руководством, чтобы вывести район из подобной ситуации и, если хотите, вселить жизнь в Восточную Абхазию. Что касается этих районов, я бы туда включил бы и Галский район. И, честно говоря, и остальные наши районы ничем особо не отличаются. Все практически районы, кроме двух, Гагры и Сухума, являются дотационными. При том, что, может быть, возможности, уровни этих возможностей у каждого района разные. Но для того, чтобы создать условия роста экономики, социальных возможностей, нужно исходить из того, что все те деньги, которые у нас есть, которые мы получаем, они должны быть нацелены на то, чтобы они работали на нашу экономику, на наш народ, а не на отдельно взятых людей, на отдельно взятые карманы. К сожалению, это долгое время имело место таким образом. И сегодня нужно говорить о том, что именно Восточный район Абхазии, который значителен был в свое время, в советское время, в плане экономических возможностей, особенно тот же Галский район, им нужно определенным образом оказывать помощь, не дотациями, а созданием условий развития малого и среднего бизнеса, созданием возможностей кредитования населения, созданием возможностей совершенно других уровней инфраструктурных возможностей. Мы предлагали, вот буквально некоторое время назад, и говорили это открыто, о необходимости решения задач по проекту Транскавказской магистрали. Это позволит совершенно по-другому выглядеть тем районам, через которые пройдет эта магистраль. Это свяжет Северный Кавказ, нас, создаст возможности более высоких уровней экономических возможностей при запуске того же морского порта. Создание условий для других направлений деятельности. В Абхазии сегодня нужно провести соответствующую работу по территориальному планированию. Если этого мы не сделаем, если мы не определимся с теми возможностями, которые у нас есть, мы никогда не будем знать, что делать на завтра. И поэтому в кратчайшие сроки нужно провести все работы для того, чтобы реально начать этот процесс перемен. А возможности, что они есть, они, несомненно, видны. Просто мы не всегда их учитываем. Вот в таком ракурсе, вот в таком направлении я видел бы возможности развития вот этих трех и остальных наших районов совершенно в другом отношении. Сангуль Алана, 4-й курс «Международные отношения». На встрече турецких бизнесменов в Абхазии обсуждался вопрос, связанный с инвестиционными вложениями, в частности, вложение средств на реконструкцию Совмина в качестве гостинично-офисного комплекса. Не считаете ли вы, что такого рода преобразование исторического здания вызовет недовольство со стороны большинства населения, и вообще в чем выгода Абхазии в данном проекте? Думаю, что к такого рода темам нужно очень осторожно относиться. Во-первых, данная площадь названа именем Владислава Григорьевича Ардзена. На этой площади должен стоять его памятник. Нужно думать о том, как он впишется в тот архитектурный комплекс, который будет строиться, предположим, теми же турецкими бизнесменами. То есть нужно исходить из вопросов идеологии. Думать о том, насколько, как говорится, все это будет полезно с учетом всех тех переживаний, которые, во всяком случае, несли в себе наши люди. Но отказываться от возможных проектов и реконструкции наших зданий, претерпевших серьезные изменения в период войны, наверное, не стоит. Но я еще раз хочу вернуться к тому, о чем я говорил в начале. Все то, что связано с историей, с именем
того же Владислава Григорьевича, не стоило бы так уж ради тех же финансовых и других перемен смешивать. Это очень тонкая сфера, и нужно говорить с людьми нужно открыто обсуждать такого рода темы, и я, несомненно, уверен в том, что выход из этой ситуации найдется. Главное, чтобы те, кто приходят к нам в качестве инвесторов, независимо от того, чтобы они не начинали строить и не предлагали нам те или иные возможности, чтобы мы их не обманули. К сожалению, это такое имело место в нашей ситуации. Годжава Тамила, 4-й курс, исторический факультет, кафедра истории и теории международных отношений. Известно, что Российская Федерация является нашим главным стратегическим партнером, с которым мы укрепляем наши дружественные отношения, развиваем тесное сотрудничество. И исходя из этих дружественных отношений, Российская Федерация оказывает нам значительную финансовую поддержку, благодаря которой мы решаем наши внутренние проблемы. Но тем не менее, Рауль Джункович, еще будучи кандидатом в президенты в своей предвыборной кампании, вы отметили, что пора выходить на путь самообеспечения, развивая при этом реальный сектор экономики, то есть это и новые рабочие места, и также стабильный рост ВВП, и бюджетные возможности. И сегодня вы легитимный президент Республики Абхазия. Скажите, как нужно развивать реальный сектор экономики и что может стать так называемым локомотивом для ее развития? Спасибо. Я предполагал, когда я был кандидатом и шел в этот политический процесс, что мне часто будут напоминать о моих обещаниях. И хотелось бы, чтобы эти обещания не оставались бы обещаниями, пустым звуком. Действительно, отношения с Россией выстраиваются в последние годы достаточно очень активно. И это было видно и ощутимо для нашего народа. Суммы помощей, которые оказывала нам Россия, были достаточно серьезными. Это порядка 30 миллиардов рублей за последние годы. Насколько они были эффективно использованы, это другой вопрос. Как мы далее будем выстраивать эти отношения? Куда мы будем направлять эти средства, если таковая помощь будет? А я не сомневаюсь в том, что такая помощь будет. И эту помощь нужно использовать эффективно. Мы говорили о том, что значительное количество средств в предыдущие годы было нацелено и направлено на то, чтобы социально значимые, как говорится, объекты восстанавливались. Это детские сады, школы, другие объекты. Но все они требуют в последующем дополнительных средств в бюджете для того, чтобы они работали и функционировали так, как это требует сегодняшняя обстановка. Но Россия может нам не каждый день выделять этих средств. Поэтому для нас важным является определить главное направление. И главным направлением на сегодняшний день в экономике для нас является туристическая сфера, туриндустрия, курортология, которые потом к себе привяжут все остальные направления. То есть это аграрный сектор, это инфраструктура наших дорог, это энергетика. И здесь значительнейший, непочатый край работы. Но для этого тоже нужны средства на этом этапе, на первом этапе. И, несомненно, не только в качестве российской финансовой помощи, которая идет к нам безвозмездно. Нужно думать и о возможности привлечения инвестиций. Инвестиций, которые нам дадут совершенно другой уровень работы и другой уровень отношений. И сегодня такие предложения есть, и отказываться нам не резон. А наоборот, нужно создать условия для того, чтобы эти инвестиции были гарантированы нашими законами. Сами инвесторы были бы защищены, и, несомненно, польза будет только от этого значительной для Абхазии. До сегодняшнего дня не было такого прецедента, чтобы текст межгосударственного соглашения придавался гласности и столь широкому обсуждению в обществе. Это влечет за собой определенные последствия, не всегда позитивные. Хотелось бы узнать, не пожалели ли вы об этом в своем решении? И еще, если данный договор все-таки не будет подписан, как это повлияло бы на дальнейшее развитие отношений между Абхазией и Россией? Начну с того, что ни о чем я не жалею, потому что мы говорили и в предвыборный период, затем, после того, как мы пришли во власть, что мы открыты.
Мы хотим, чтобы народ знал о всех наших действиях, за исключением тех, которые под грифом «секретно» бывают иногда, имеют место в государстве. Но здесь документ, который связан с судьбой нашего народа, и народ имеет право знать о всех его положениях. И, несомненно, те дискуссии, которые имеют место сегодня в обществе, но они показательны, как общество само относится к нашему суверенитету, к нашей независимости, насколько люди очень бережливо относятся к тому, что мы получили, потеряв тысячи наших ребят. И, несомненно, мы должны учитывать запросы нашего общества. А что касается, будет ли он подписан документ и какие могут быть последствия, никаких последствий не будет, потому что документ будет подписан. Он нужен. Он нужен в первую очередь самой Абхазии. И документ этот важен в первую очередь, я еще раз хочу заметить, для нас с вами. В этом документе не говорится о какой-либо минимизации нашего суверенитета. Здесь не говорится об опасностях потери нашего суверенитета и нашей независимости. Все будет зависеть от нас с вами, как мы сами будем выстраивать эти отношения с той же Россией, с другими государствами в случае появления такого рода документов в отношениях с другими нашими соседями, с другими государствами. Поэтому никаких опасений нет, документ будет подписан. Мадина Упла, студентка кафедры истории и теории международных отношений. Мой вопрос тоже будет связан с договором. Известно, что абхазская сторона в своем варианте проекта договора изменила его название. Теперь оно звучит как договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Вот что не устроило нашу сторону в названии, предложенном российской стороной? А также наряду с многочисленными поправками, внесенными абхазской стороной в договор, был изменен и характер формулировки, связанной с внешней политикой, статьи 3. То есть, в частности, согласование внешней политики в абхазском варианте звучит как координация внешней политики. В чем необходимость изменения данного определения? Ведь принципиально ничего не меняется. И не понесет ли наша сторона определенные потери в данном случае? То есть не потеряем ли мы возможность самостоятельного определения внешнего контура своей политики? И также предполагает ли координация внешней политики невозможность самостоятельного установления дипломатических отношений без согласования с российской стороной? То есть без предварительного уведомления Российской Федерации? Начну с конца. Мы вольны принимать решения, которые будут выстраиваться в наших интересах. Но мы должны понимать, что мир достаточно сложен и противоречив. И отношения с Россией для нас очень важны. Россия создает нам условия нашей безопасности. Не только в военном отношении, но и в вопросах, связанных с выстраиванием этих отношений с другими государствами. Что касается названия документа, который, как говорится, изменился, на первых порах он был о союзничестве и интеграции. В последующем, исходя из тех консультаций, которые были произведены и с парламентом, и с теми, кто включился в этот процесс со стороны общества, многие посчитали, что термин интеграции является более для нас неприемлемым, чем слово «стратегическое партнерство». Но я и в этом термине ничего опасного не вижу. Тем более, что не только во взаимоотношениях Абхазии и России, но и в других документах, которые подписывались во взаимоотношениях России, Казахстана, Белоруссии, таковые термины присутствуют. Я даже могу просто привести пример. Вот договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, где в преамбуле говорится как раз-таки о всестороннем сотрудничестве, сближении и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. От того, что этот термин присутствует, уровень суверенитета Казахстана не стал меньше. Поэтому нам нужно думать тоже о возможных последствиях, о возможных работах по интеграции с остальным миром. Это, наверное, заметно во взаимоотношениях
Запада, Востока, внутри самой бывшей той территории, которая была под Советским Союзом. Бывшие постсоветские республики ставят вопросы о более широкой интеграции между собой. Так чего нам бояться? И что касается вопросов, связанных с координированной политикой или согласованной внешней политикой, тоже попытаюсь ответить вам статьей 4 даже этого соглашения, вернее этого договора. Договаривающие стороны проводят согласованную внешнюю политику, тесно взаимодействуют в деле укрепления мира, повышения стабильности и безопасности на евразийском пространстве и во всем мире. В этих целях договаривающие стороны укрепляют равноправное стратегическое партнерство в интересах координации своей внешней политики и так далее. Значит, в одном, как говорится, этом документе, в одной из его частей, в статье присутствуют те термины, которых кто-то или кого-то это напугало у нас здесь. Ничего подобного. Все эти термины способствуют только развитию и выстраиванию отношений с Российской Федерацией. При этом я еще раз хочу заметить, что мы должны уметь отстаивать свои интересы, быть со своим лицом, у которого есть свои интересы, независимо от того, с кем бы мы не сотрудничали. Абзак Берзения, Шлабжараб из Заказаша, Квахпапяшукс. Сарасызцара Царезку, Хучик Шазат Каларстахан, Ишадру Эпш, Апсны, Хенткарра, Ацара министра Хатупу и Мадзура, и Атупах, Пшюкатула Валхан, из Манози Убри, Яна Гома, Ацарадырра Тухша, Ацакчи даю Этха, Ярбанши Раквабхер Ахазбшу, Таву. Уяна Гоказацкоп, Харт, Ейдахкала Зван, Заига Забартаса, Дара Ахилаква, Оже, Дара Ируду Рабхе Ацапа, Ирыл Дершароп, Абряхайлага, но Уицас, Абартауску Рымюкера, Ва наука Зараква, Ва спорта Зара, Ва Цаа, Ицаг, Яйцо, Аусква Азерди, Зигдроп Рызыги. Уицас Ахлапшлар Роутиш, Ауску Мепгаду. Яра Ацарадыра Гана Хала, Азарку и Юхор Дарадзи Ратро. Ейламлар Абартауску Рзыхан, Хазхаза, Дарабартаганку, Ауску, Уицас Ауса Рурцазыхан. Абарт вас еилыхны ацоп. Аха яра структура ацаа рызыга усырдортыш атаглазаша пахцет хусбианакой. Уи яхапезухан ус харт яхбон. Аам тахнарбаб яшу яшаму яахцас. Яшам хар. Адзым зарадзым ма пахчигзум уицас яилыхна усырдортыш рыпацара. Аха яхазухан Ацарадырра структура яра яхе иҟоу аҭагылазаашьа иумбар залшаӡом, аус уаҩҵас иаурц ҳҭахызар, аиҭакрақәа мҩаԥгатәуп, даараӡа ирацәаӡым, иара аҩныҵҟа. Иарбан аиҭакрақәа иаҳҭаху? Абџьаратә школқәа рҿы иахьа аҵарадырра ироуа, дара реиқәыршәара, дара реизыҟазаашьа, иахьа ашколқәа ақыҭаҟны уахәаԥшуазар, ашколқәа рхыԥхьаӡара рацәоуп, арахь ироуа и дара иҟарҵо аус еиқәшәаӡом. Хыԥхьаӡарала аҵаҩцәеи иҟоит. Иаҳа имаҷым изыҩноу ауадақәа рацкыс. Убри азыҳәан иаҭахуп ҳәа сгәы иаанагоит азхәыцра уи ԥыҭрак аамҭа ашьҭахь Владислав Арӡынба иҳәоит саҳахьан, абарҭ азҵаарақәа ҳанрылацәажәоз, издыруада ақыҭа школқәа иадара-дара еизааигәо еидкылан аус рлоуп еиԥш. Уи ҳанаҭоит даҽа ҭагылазаашьак, иахьа аҵаҩцәа хьазымхо, дара рҵаҩцәагьы рхыԥхьаӡара ахьыҟам, уаҩҵас еидҵаны ус дҳаруртә еиԥш иҟаҳҵар, аҵара дҳарҵартә еиԥш иҟаҳҵар. Уаҵәтәи аҭагылазаашьа даҽакала иҟалоит. Убри азыҳәан ауп абри зегьы абриаара зегьы иахьа абас аҭагылазаашьа заҳаԥсахыз, уи алҵшәа шыҟало макьана еилкаамзаргьы, аха сгәы иаанагоит алҵшәа иоуп ҳәа даараӡа Аԥсны иара ҳарҭ иахьа аҵарадырра аганахьала иаҟоу ҟалап. Я хотел бы обратить внимание на вашу предвыборную речь, в частности о том, что вы говорили о подборе кадров на государственном. Я хотел бы узнать, проработаны или прорабатывается ли процедура по подбору кадров на коммунском.
на конкурсной основе. Возможно, это способствует созданию такой организации, которая уже задействована во многих странах мира, в частности Российской Федерации, о создании организации Центра карьеры. Занимают те или иные должности, годами практически не работают над собой. Это приводит к тому, что эффективность их деятельности становится значительно меньшей, чем того, чем требует государство. Поэтому конкурс – это важнейшая составляющая, которая позволит изменить отношение к процессу формирования кадров в Абхазии. Несомненно, это будет сделано. Приходит первый раз на работу, но это как раз-таки в этом проекте речь идет и о возможностях повышения тех или иных людей, работающих на тех или иных должностях, в результате соответствующего проведения работ, той же аттестации, знаний, проверки знаний о готовности этого человека продолжить свою работу, свою карьеру на той или иной должности. Несомненно, это все у нас в этом проекте как раз таки и заложено. حتركوا راوجم جيبان صار سزارة أزسكر استخن أبسنا أنيف تدخل أبخي قبي أبيبش جنگ خال وقف شوزر أري زارة أبسنا إقونوميكا زحن دارة فيدا علوب أخا يؤبدش جنگي وي حرا يونيقال بحبس بارة أشارت دارة إتنرجلر أويد ناس استخن إلسكار أحنت كارا أخدا أبري الزارة قن إبانا جرا توبيدوتن. Знаком моментом бан сбжак сергохи дарья зара. Аграф сергоет. Ехахтагула зачезло ала ханваришу хазипс. Аус абригана хала урахалага яшо пара яла нагалу мачем хала паха. Яла нагалу адскиса проблема кое хау хазцурцавал шут. Хараха висшут замахенткарра пача. Харахацкис еха уягана хала ус зуа. Ехицурко уюзе. А нефть они за что? Еха Ирак имя пысва. Ирана тагула зача. Венткарраку харахацки сакырдзиукваз. Аха уянза хамнеер пазыхан, усх михерцазыхан. Владислав Ардзендайхаанги, абартазараку штыцун. Ма пацвики. Избан абзархарти хамоп яха, и уникалту Венткарра, яра абсабара, яра ахауа, Еха абризит ханаптасна. Ханефт аус адулара халагар. Хинткарра анцви хайтез ханзнызна хазхучко иqamlar алшы. Сергима бацус. Яртнифас. Сереба фарбжарат безе казача кор студент лефрелион. Сараса стара рибадрян свой руску. Записать гелахихон из хайсурзе, хунткара на пхарихон зо ацхара рачака с бамха койко. Арес сара его даю магу из банзаром хунткара на пхарихон зо реус хафтердеч нам хозарила нарквам. Брезухан истахон фуана грасахарц. А я сейчас твоя проблема да за тузмо ясынцба. Зара постоянно. Ехал Франция, Хамас, участие в программе. Программа была репатриация. Ехал Франция, участие в СПАМ, даже их он без хача, было за адаптация к от слуха. Ехал Франция, СПАМ, даже харта, успешно дара за чебарных чапхи, аха, отцоптун биашус, ему барзал шо. Везара галахала и подсушмач. Ахауец подсон. Избанакуса Еха, Венкара Ямумал, Рацаки Юмус. Азлар спрашивает. Я таган говорю. Хай шаху. Ха шак ялца шаху. Улицас дырдыр. Хар яхам шаху. Усада образцой, дыртыкулы зачем, рахтыкулы зачем, дочекалыш. Еха, дар хашчара кайын ахера захтон, арах ярбысыхан, а социальный экономика дыртыкулы зачем, улицасы чепыртулы за, ахера хатсон. Германия, а кто
изцо, я было ялца. Вот изцо, рынком, расширен, изцо обстаза, я фигурно, я шею. Харам ялца, а обстаза, и азапан уйцас нукол. Алыши чида фахцапиш. А гураши будет урт дочакала яджу. Ва дочакала рехимта раши курдула анамшчал зурко. Арю захрена пахца. Арах мар суформове ал. Я удар хала гваралам. Дерев тафхану. А пасук шизбу. Я хад гулартивш везара, хад снукартивш я ахца. Отр Боливард, студент кафедры теории истории международных отношений. Комитет по туризму включили в состав Министерства экономики. Учитывая тот факт, что туризм в Абхазии является главным источником пополнения государственной казны, ей следует уделить особое внимание. И отсюда у меня возникает вопрос, какие реформы планируется провести для развития абхазского туризма? Ну, от того, что мы его включили в данное министерство, статус этих работ не снизился. Наоборот, мы подняли тем самым уровень возможных действий в этом направлении. Но я еще раз хочу заметить, так же, как это касалось и вопроса Министерства образования. Жизнь сложная штука. Если она нам предъявит, что наши действия оказались неверными, то нам никто не помешает изменить ситуацию и в этом направлении тоже. Но в данной ситуации я исхожу из того, что все-таки когда оно было и отдельным ведомством, буквально некоторое время тому назад, эффективность этой работы была не столь уж высокой и достаточной. Многие деньги, к сожалению, которые должна была получать Абхазия, уходили, будем говорить пока, в неизвестном направлении. Я могу заметить, что многие значительное количество наших объектов в этой сфере не платят соответствующих налогов. Предстоит серьезнейшая работа. Я вчера говорил об этом, и здесь в аппарате мы говорим о том, что если, предположим, из 100% имеющихся структур, которые подлежат налогообложению, то государству сегодня всего-то дают этих налогов порядка 20%. И если эти 20% позволяют нам иметь свой собственный бюджет порядка в 3 миллиарда с чем-то, то вы представьте себе, если бы вся налогооблагаемая база в полной мере работала, в том числе и в туристической сфере, у нас совершенно был бы другой уровень возможностей. Гамисоня Анна, отдел информации МИД Республики Абхазия. У меня вопрос по информационной политике Абхазии. Вот на сегодняшний день в Абхазии нет внешних информационных ресурсов. Как вы рассматриваете перспективы использования крупнейших российских СМИ, имеющих разветвленную зарубежную сеть, для объективного информирования мировой общественности о событиях в Абхазии? Я думаю, что и у нас наша возможность достаточно широкая. Просто правильно нужно ее использовать. Мы открыты для любой информационной, как говорится, среды. Никто не говорит о том, что нет возможности предоставлять информацию. Тем более, что мы говорили со многими чиновниками, со многими руководителями, что их задача открыто говорить о всех процессах, которые имеют место быть в государстве. Что касается иностранных, российских информационных агентств, ни одному из них мы никому никогда не отказывали. Мы с ними готовы работать, говорить о наших проблемах, о наших задачах, в том числе и во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Я здесь не вижу никаких проблем. Басагайнал, студент третьего курса кафедры истории международных отношений. У каждого человека существует такой идеал. Это человек, на которого равняются. И кто для вас является таким примером в вашей политической деятельности? И менялись ли эти идеалы в течение вашей жизни? Спасибо. Обычно равняются пионеры и военные. В том числе я был и пионером, и военным тоже. Но по жизни, честно говоря, конечно, хотелось бы на многих людей, тех, кто оставили след в истории человечества, быть похожим. Но так не бывает.
Поэтому пытаешься быть похожим на людей, у которых действительно есть те качества, которые хотелось бы проявить. Есть такой известный всем человек, выходец из Абхазии, наш земляк Фазиль Искандар, который рубит правду таким образом, что мало кому-то не покажется. Хотелось бы, чтобы мы и вы все достигли бы таких высот, таких человеческих качеств. У нас есть личность, которая останется в истории нашего народа, это Владислав Григорьевич Арцев. Человек, действительно сделавший для своего собственного народа, для страны то, наверное, что не придется сделать еще многим из нас. Но мы стараться должны быть похожими на тех людей, которые действительно достойны такого отношения. Я думаю, что мы на этой положительной ноте завершим нашу сегодняшнюю встречу. Хочу еще раз сказать спасибо вам большое за предоставленную возможность вести с вами подобный прямой диалог, за возможность быть услышанным. И очень хочется надеяться, что подобное сотрудничество молодых дипломатов и высшего руководства нашей страны станет доброй традицией для нашего с вами еще светлого будущего. Спасибо вам. Я хочу, чтобы вы все знали и знали в нашем обществе. Мы то руководство, которое открыто. У нас не все получается. Есть сложности, есть трудности. Многие наши шаги не всем нравятся. Потому что есть определенные запросы наших людей к быстрым переменам. Но, несомненно, я еще раз хочу заметить, перемены настанут. Но, как и вы здесь заметили, мы готовы к реальному сотрудничеству. Мы открыты, мы будем говорить с вами, в разговоре с вами, и мы тоже наполняем свое содержательное. И я, несомненно, думаю, что это будет полезно для всех нас и для нашего общества. Спасибо вам. Спасибо.